государство, простирающееся от Тихого океана до берегов Балтики, Россия, население свыше 150 миллионов человек и территория в 17 миллионов квадратных метров. Самое большое государство в мире занимает 1/3 часть материка Евразия, граничит с 18 державами и пересекает 8 временных поясов, славится бескрайними просторами, богатой культурой и многовековой историей. На весь мир Россия прославилась великими умами прошлого и настоящего. Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Андрей Сахаров, Федор Достоевский, Александр Пушкин, Иван Павлов, Сергей Королев. Желаю вам доброго полета, все нормально. Земля, я космонавт. В этом году наша держава празднует свой 30-й день рождения. 12 июня по праву считается Днем России. Он стал одним из самых молодых праздников страны. История его появления берет свое начало с 1990 года, с тех самых смутных времен, предшествовавших окончательному распаду Советского Союза. Стоит говорить о том, чтобы государственный суверенитет РСФСР был обозначен только теми ограничениями, на которые согласна Россия, чтобы суверенитет суммы народов РСФСР в лице их полномочных представителей, депутатов, не мог быть в какой бы то ни было форме ограничен правящей партией или иным политическим институтом. 12 июня 1990 года депутаты выступают на первом съезде РСФСР. Здесь остро стал вопрос о государственном суверенитете Российской Федерации. А это золотая царицына, палата Московского Кремля. Много часов подряд редакционная комиссия съезда готовила документы, которым было суждено определить будущее России. Среди них и постановление о разграничении функций управления организациями на территории РСФСР, основ нового союзного договора и декларация о суверенитете. Учитывались сотни предложений и поправки, внесенные депутатами. И вот последние минуты перед голосованием. Кто за это предложение, прошу голосовать. За 907 голосов, против 13, воздержались 9 депутатов. Так, подавляющим большинством декларация о государственном суверенитете Российской Федерации Советской Федеративной Социалистической Республики была принята. С этого момента началась новая история великого государства. Вместе с этим в календаре россиян появляется новая праздничная дата. С ней связано немало исторических событий. В этот же день, в 1992 году, состоялись первые открытые всенародные выборы президента России. Победу на них тогда одержал Борис Ельцин. В 1994 году, 12 июня, был подписан указ, который придал этому дню государственное значение. Долгое время его называли Днем независимости. Правда, такое название со временем стало непонятно молодому поколению. В связи с этим в 1998 году власти страны предлагают переименовать его в День России. Однако официальным постановлением свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. Пережила эта страна очень много и бед, и разрух, и подъемов, и падений. Но это наша страна, и все великое, и все то, что, может быть, не совсем хорошее было, все это наше с вами достояние. Все это мы переживали вместе, единой семьей. Сегодня Россия – самая большая страна в мире. Это 85 субъектов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округов. Российское государство обладает мощным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом, способно обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. Обладая богатой минерально-сырьевой базой, страна занимает одни из первых мест по запасам большинства природных ресурсов, в том числе запасы природного газа, каменного угля, железных руд, ряда цветных и редких металлов. На сегодняшний день в стране открыто более 20 тысяч месторождений полезных ископаемых. Богатство российского государства определяется не только материальным положением, но и многонациональностью. На территории страны проживают около 200 народов, в их числе и татары, калмыки, русские, евреи, армяне, ингуши. Все нации равны и обладают одинаковыми правами. У каждого из них собственная культура, язык, традиции. Их всех с Россией связывают многовековые отношения. Также сильная держава уникальна и тем, что на ее просторах проживают представители всех 3 мировых религий.
религии – ислам, христианство и буддизм. И в этот день все россияне, вне зависимости от национальности и вероисповедания, шлют друг другу теплые поздравления. Искренне от всего сердца хочу поздравить красивейшую, толерантную, многонациональную, цветущую братскую республику Ингушетия во главе с Калиматовым Махмуд Али Бакшариповичем, чьей народной артисткой я являюсь и ношу это звание с гордостью и благодарностью. Желаю вам мира, процветания, благополучия и милости Всевышнего. От чистого сердца поздравляю вас с нашим общим праздником, с Днем России. Нас связывает общая культура, единство духа. Уважаемые жители Республики Ингушетия, являясь руководителем общины диаспоры Республики Дагестана, от себя, от моего народа, хочу поздравить всех жителей народа Ингушетии с великим праздником, с Днем России. От всего сердца желаю всему народу и дальнейшего процветания, спокойствия, терпения, мира, добра на нашей земле. Свою судьбу тесно связалась с Россией и Ингушетия еще 250 лет назад. 12 июня у многих жителей нашего региона ассоциируется с родной республикой. В том же 1992 году и в том же месяце июнь, когда Верховный Совет Российской Федерации издал постановление о присвоении этому дню праздничного статуса, Ингушетия обрела свою государственность и стала самостоятельным субъектом страны. С момента вхождения в состав великой державы и по сегодняшний день ингуши были преданы России и никогда не нарушали данную клятвенную присягу. И каждое новое поколение, согласно завещанию предков, продолжает жить в братстве со всеми народами страны. Хочу поздравить всех людей в первую очередь. Поздравить свою республику, соседние республики с этим днем, так как это наш общий праздник, и он имеет место быть в жизни каждого из нас. Поздравляю нашу страну, Россию, чтобы она процветала, и мы жили в лучшей стране нашего мира. Хотела поздравить всех с этим великим праздником, Днем России, пожелать здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания. Чтобы Российская Федерация процветала, а также республики, и различные регионы, СКФО, а также России. Хочу пожелать всем добра, счастья. Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения обновленной другой России. Этим обеспечила и условия построения демократического общества. Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высших целей ради обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком, и чтобы каждый народ имел право на самоопределение в избранных им национально-государственных и культурных формах. Сегодня День России – это символ национального единения и гражданского мира. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, а для некоторых городов государства он стал двойным праздником. Великий Новгород, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Ульяновск, Уфа, Тамбов вместе с ним отмечают День города. Интересно, что во многих уголках планеты 12 июня тоже является праздником. Так, в Бразилии он стал Днем влюбленных, в Парагвае – День мира, а на Филиппинских островах – День независимости. По традиции, праздничные гуляния в День России завершались красочным салютом в честь государственного праздника. Диана Дударова, Новости 24.